Спрос на жилье в России начал восстанавливаться после провала, связанного с введенными из-за распространения коронавируса ограничениями. Первые килограммы золота в Усть-Мае добыли драгоценный металл в период пандемии. Выход якутских дикоросов на международный рынок. Экспорт ягод имеет большие перспективы, если его правильно организовать. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Спрос на жилье в России начал восстанавливаться после провала, связанного с введенными из-за распространения коронавируса ограничениями, и в конце мая превысил прошлогодние показатели более чем на 40%, говорится в исследовании Авито недвижимость. При этом спрос на вторичное жилье и новостройки показал похожую динамику. В первом случае интерес покупателей увеличился на 14%, а во втором на чуть более 14%. Ажиотажный спрос показала загородная недвижимость, рост на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Для дольщиков компании «Семир» открыта запись на получение возмещений. Банк Дом.РФ открыл прием заявлений от включенных в денежный реестр на получение компенсации. Напомним, в ноябре 2019 года было принято решение о нецелесообразности достройки дома номер 1 компании «Семир» и выплате компенсации дольщикам. В декабре того же года 99 человек из имущественного реестра застройщика получили свои деньги. Вопрос выплаты компенсации остальным дольщикам, состоявшим в денежном реестре, затянулся в связи с дополнительными процедурами по проверке договоров и расчету размера компенсации. В ближайшее время оставшиеся 43 дольщика получат свои деньги. В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 72 новых случая COVID-19. За весь период распространения зафиксировано 2380 случаев коронавирусной инфекции. Из них 64 в Якутске, 3 в Намском и Алданском районах и 2 в Мирном. Всего на стационарном и амбулаторном лечении находится свыше 1000 пациентов. За сутки выписались 100 человек. Из общего числа больных 40% – это дети. Они переносят болезнь бессимптомно, но являются переносчиками инфекции. Если ПЦР-диагностикой на выявление коронавирусной инфекции сегодня в столице занимаются 3 республиканских организации, то ИФА-тест на выявление антител 2 классов М и G можно пройти практически в любой поликлинике и частной медклинике столицы, а также во многих учреждениях республики. ИФА-тест или иммуноферментный анализ исследования крови выявляет иммунный ответ к вирусу. Делают его только в лабораторных условиях. По словам руководителя регионального Минздрава Елены Борисовой, обязательным для прохождения такого теста является для приезжих из других регионов, контактных лиц, а также тех, кто выезжает в другие районы республики, в том числе и детское население. Между тем, сдать анализ на антитела можно и на добровольной основе. У нас бесплатные тесты только по показаниям, которые в рамках системы обязательного медицинского страхования. Сюда входит категория лиц, в первую очередь, заболевших и близкого контакта. Все остальные у нас входят в условия по саможеланию, и как любая медицинская платная услуга, она проводится на возмездной основе. В выходные в столице республики проведут санитарную обработку. С 6 по 7 июня приостанавливается работа общественного транспорта для дезинфекции. В воскресенье во всех предприятиях и организациях будет организована санобработка. Также приостановят работу магазины непродовольственных товаров, оптовые базы. Магазины продовольственных товаров закрываются с 16 часов по якутскому времени 6 июня до 8 утра по местному времени 8 июня. Отмечается, что городской парк также будет закрыт для посетителей. Усть-майские промышленники на Джукджуре добыли первые килограммы золота в условиях пандемии. Подробности у Юрия Таюрского. Несмотря на непростые условия работы в режиме повышенной готовности, объявленные в Усть-майском районе еще 17 марта, старательские артели вовремя начали сезон золотодобычи. Нехватка специалистов и рабочих, а также соблюдение режима строгой самоизоляции у горняков – все это не повлияло на рабочий настрой. Первые килограммы у нас есть уже в кассе. Хороший показатель по сравнению с предыдущими вообще годами. В мае месяце 50 килограмм никогда не было.
максимально 25. Ну вот так стремимся к лучшему. Специалистов и рабочих рудник «Дуэт» завезли еще до начала пандемии, до введения жестких мер в феврале месяце, когда проводились ремонтные работы на фабрике. Штат здесь укомплектован полностью. Стараемся набрать специалистов. Если не получается, то набираем тех людей, которые не боятся труда, и обучаем. В каждой смене на фабрике работает по 13 человек. Из них около 30% местное население, остальные с других регионов России. Хуже всего дела обстоят, конечно, это транспортный участок, на котором не хватает бульдозеристов. Вот это очень сильно бьет по нашим перспективным работам. Другая старательская артель «Тампо Аурум» еще осенью провели осеннюю скрышу, а как только появилась возможность и сошел лед, запустили промприборы в эксплуатацию 22 мая и начали добычу золота в этом сезоне. На сегодняшний день этот участок у нас достаточно бедный. Здесь порядка 5 килограмм на сегодняшний день добыли. Ну, это только начало. Верхняя часть пласта. Проблемы этих двух старательских артелей схожи. Не укомплектован штат предприятий из-за жестких мер коронавирусной инфекции. Взаимоотношения у нас достаточно хорошие, происходят, скажем, путем диалога. Я считаю, что мы друг друга понимаем, и артели нам помогают. Руководство района подписали с недропользователями соглашение о социально-экономическом сотрудничестве муниципального района Усьмайский улусрайон с руководителями старательских артелей, в котором отражена социальная ответственность недропользователей и их участие в развитии территории присутствия жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры. Юрий Таюрский, поселок Югоренок. Алмаздортранс закупит оборудование для перевода грузовых автомобилей на смеси газового и дизельного топлива. После первых испытаний газодизельных тягачей было принято решение эксперимент продолжить, рассказывает Роман Токмаков. Эффективные грузоперевозки на северные площадки. Тягачи работают на смеси газа и дизельного топлива. В феврале этого года начались испытания тягачей Volvo, переоборудованных для работы в газодизельном режиме. И по итогам 3 месяцев машины показали положительный результат, в связи с чем руководство решило переоборудовать еще несколько автомобилей. Переоборудовала, организация из Санкт-Петербурга, подрядчики, автоколонна номер 1, спецтранс. Нареканий по транспорту пока нет. Показатели технические отличные. Экономические тоже. Газ позволил снизить транспортные расходы, потому что стоит в 3 раза меньше, чем дизельное топливо. Общий процент замещения теперь планируется довести до соотношения 60/40, где большая часть останется на дизельное топливо, а остальное заменит газ. Помимо ощутимой экономии есть еще один плюс. Конструктивные изменения автомобиля незначительные, поэтому эксплуатация и ремонт не усложнились. Машина ремонтопригодная. Единственная сложность может возникнуть только по электрооборудованию, но это как в любом современном автомобиле, электронные блоки управления. Все остальное интуитивно понятно, в принципе. Алмаздортранс намерен протестировать оборудование 3 разных производителей. Роман Токмаков, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Выход якутских дикоросов и ягод на международный рынок имеет большие перспективы. Об этом сообщил гендиректор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов в ходе прямого эфира «Интересен ли Дальний Восток инвестору?». Это очень большой бизнес, если его правильно организовать, отметил Петухов. Он также привел в пример другие арктические регионы страны, Мурманскую область и Карелию, где такой вид бизнеса развивается достаточно успешно. По его словам, экспорт дикоросов в перспективе может привести к созданию полноценного производства по их переработке. Вопрос экспорта дикоросов, ягод – это просто очень классно. Достаточно посмотреть на все, что Мурманскую область, на Карелию, на Ленинградскую область, что происходит в бизнесе с финнами. Там вообще пол регионов идут и начинают собирать ягоды и продавать их в Финляндию, мороженое. Это очень большой бизнес. То есть, если его правильно организовать, очень большой, правильный, потому что начинается все с поставки ягод, потом начинается с поставки замороженных ягод, строится холодильник, потом инвестор начинает думать о том, как произвести, поставить завод по производству джемов, наполнителей. То есть это все прорастает в такую глубокую переработку ресурса, который возобновляемый. Для нас таких проектов должно быть больше, это очень классно.
Работы якутского фотографа попали в топ-5 самых лучших снимков 2020 года. Престижная международная премия 35 Awards подвела итоги своего конкурса, который проходил в 5-й раз. За какую фотографию наградили нашего земляка, узнавал Максим Кардозу. Серия фотографий «Самурай» Ивана Постникова обошла много конкурентов. Всего на конкурс в этом году поступило больше 400 тысяч снимков из 117 стран мира. И попасть в 5 лучших – это настоящее достижение. Я не буду на этом останавливаться, естественно, и буду опять принимать участие на этом конкурсе. И планирую летом, возможно, поехать в Якутск и буду снимать специально для этого конкурса фотографии в стиле этно. И я думаю, у нас очень хорошо что-нибудь получится. Иван профессионально занимается фотографией всего лишь 4 года. В портфолио фэшн, фитнес, репортажные съемки. Его работы оказывались на обложках журналов и использовались в различных рекламных кампаниях. Большую популярность приобрела и фотография сон шамана. Всегда хобби превращается же, как правило, в профессию. И в моем случае так же было, но я всегда фотографировал. Но не обязательно профессионально, да, на любительском уровне чаще всего. Меня привлекали там в качестве фотографа на всяких различных мероприятий. То есть я фотографировал, скорее всего, в жанре репортажки, там, на всякие, в Хабаровске, например, когда я жил, снимал там и цехи, различные какие-то мероприятия. Ну, людям нравилось, и это как бы подталкивало меня. 35 Awards – это крупнейшая международная премия. Ежегодно 50 членов жюри из 50 стран отбирают 100 лучших фотографий, которые входят в итоговый каталог. Теперь там есть работы и якутского автора. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Оставайтесь с нами, еще больше информации вы найдете на наших сайтах.